вопрос. Это анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету география в 2020 году. Перед вами данные характеристики участников ЕГЭ по географии. Смотрите, за 2018, 2019 и 2020 год. Ну и, как мы видим, в 2020 году количество участников было меньше по сравнению с 2019 годом и составило 119 человек. Это примерно 2,5% от общего числа участников. Большая часть участников – это выпускники текущего года, обучающиеся по программам среднего общего образования. Выпускники прошлых лет, их всего было 4, и в этом году у нас один участник был с ограниченными возможностями здоровья. Так, не переключается дальше. Если мы рассмотрим количество участников экзамена по географии по муниципальным образованиям, как вы видите, больше всего участников – это выпускники школ города Сыктывкара. Это чуть более 35% от общего числа. Если можно, переключите, пожалуйста, слайд. Рассмотрим основные результаты экзамена по нашему предмету. Как вы видите, большая часть учащихся получили тестовый балл в пределах от 60 до 69. На втором месте от 50 до 59. Ну и мы видим, что нет участников, которые набрали меньше 19 баллов. И, что радует, наверное, у нас по 7 участников, кто набрали баллы от 70 до 79, от 80 до 89 и от 90 до 100. Динамика результатов, общая динамика результатов за последние 3 года выглядит следующим образом. Наметилась, пусть незначительная, но положительная динамика по снижению выпускников, которые не преодолели минимальный балл. В 2018 и 2019 году это было 6 выпускников, в 2020 году 5. Приятно заметить, что средний тестовый балл в этом году составил 61,56. По сравнению с предыдущими годами мы видим увеличение. Ну и мы, к сожалению, видим чуть-чуть, снизилось количество участников, которые набрали от 81 до 99 баллов, и сохраняется тенденция выпускников, кто получили 100 баллов. Всего один человек, как в 2018, 2019 и 2020 году. Далее. На данном слайде вы видите образовательные организации, которые получили наиболее высокие результаты. И сегодня мы как раз познакомимся с лучшими практиками наших педагогов, подготовивших выпускников, которые получили высокие баллы. Далее. А сейчас мы рассмотрим только те задания, по которым наблюдается снижение показателей выполнения. Это задание номер 13. Обратите внимание, это задание повышенного уровня сложности. Средний уровень выполнения чуть более 49%. Это задание 19, тоже повышенного уровня сложности, и задание номер 25, около 50%. 13 задание. Давайте посмотрим, как выполнили выпускники в разных группах. В группе, не преодолевших минимальный балл, выпускники не справляются с данным заданием. И, как вы видите, выпускники, которые набрали высокие баллы от 81 до 100 баллов, тоже допускают ошибки. Следующее. 19 задание, как вы видите, тоже это повышенный уровень сложности. Здесь в этом задании проверяются такие элементы содержания, как ведущие страны, экспортеры основных видов промышленной продукции. Выпускники, не преодолевшие минимальный балл, не справляются с этим заданием.
мы видим выпускников, которые получили высокие баллы, тоже допускают ошибки. Да? Также низкий показатель выполнения задания номер 25, как мы уже сказали. Это задание высокого уровня сложности. Здесь проверяется такой элемент содержания, как природно-хозяйственное районирование России, регионы России. Ну, средний процент выполнения чуть больше 50, и здесь мы видим, значит, 20% выпускников, не преодолевших минимальный балл, выполнили это задание, несмотря что это задание высокого уровня сложности. Ну, наверное, знания еще свежи, да, за 9 класс. И в группе от 81 до 100 баллов здесь также выпускники допускают ошибки. Ну, давайте посмотрим, какие типичные ошибки допускают наши выпускники при выполнении этих заданий. Задание номер 13. Проверяли знания и понимание географических особенностей основных отраслей хозяйства России. Перед вами само это задание. Нужно было выбрать 3 области России, где работают атомные электростанции. Ну, затруднение прежде всего связано с тем, что ребята не имеют пространственного представления о размещении отраслей хозяйства России. Дальше. Значит, профилактика ошибок. Да? Значит, при подготовке нужно еще раз, да, составить список атомных электростанций России, их у нас немного, особенно для выпускников с низкой мотивацией, указать субъекты, в которых они находятся. Ну и для закрепления можно нанести на контурную карту для того, чтобы понимать пространственное размещение данных объектов. 19-е задание. Мы уже говорили, какое умение здесь проверялось. Здесь требовалось указать 3 страны в структуре производства электроэнергии, где преобладают тепловые электростанции. Но опять же, в основном это ошибка в определении хозяйственной специализации страны. Какую профилактику можно провести? Опять же, это многократное выполнение упражнений по контурной карте, которую можно нанести страны-лидеры по производству той или иной продукции, или составить список стран в виде таблиц, схем, для которых отрасль хозяйства является отраслью международной специализации. Часть 2. Перейдем ко второй части. Содержала 7 заданий с развернутым ответом, где в первом задании, 28-м задании нужно было показать рисунок, да, а в остальных требовалось записать полный и обоснованный ответ. Значит, 2 задания проверяли умение анализировать статистические материалы, и 3 задания, это 32-е, 33-е, 34-е, это особенные задания, которые являются задачами, допускающими различные способы решения, и для получения максимального балла требуется запись решения этих задач. Ну, как вы знаете, значит, в части 2 такие разделы курса географии содержат. Это источники географической информации, 28-30 задание, природа Земли, человек, население мира, мировое хозяйство, природопользование и геоэкология, а также география России. На данном слайде вы видите динамику среднего процента выполнения заданий части 2 за 19-20 год. Зеленым цветом показан 2020 год, голубым 2019. Вот давайте отметим, где наметилась положительная динамика. Это в задании 28, 29, 32, а также 34. К сожалению, наши выпускники, значит, в задании 30, 31 и в задании 34 в этом году допускали ошибки. И давайте посмотрим, еще раз вспомним особенности этих заданий и выполнения. Задание 28 – это задание высокого уровня сложности. Выпускники, не преодолевшие минимальный балл, не справляются с этим заданием. Хорошо подготовленные выпускники
на 100% справляется. Какие же типичные ошибки допускают? Чаще всего, да, длина горизонтальной линии основы профиля короче или длиннее, чем допустимые, да, на 2 мм от верного ответа. Выполнение профиля рельефа в горизонтальном масштабе в 1 сантиметре 100 метров, то есть в масштабе топографической карты, хотя требуется в условии задачи масштаб указать в 1 сантиметре 50 метров. Не указано знаком X месторасположение объекта, забывают, да, это шоссе, родник, тропа или какой-то другой объект. Ну и чаще всего форма профиля не совпадает с эталоном, то есть указана неверная крутизна склона или профиль может выходить за рамки высот, ну, в пределах данной территории карты. 29 задание – это задание высокого уровня сложности. Средний процент выполнения чуть больше 44. Все группы выпускников допускают ошибки в этом задании. Давайте посмотрим наиболее типичные ошибки. Ну, здесь вы видите задание, да, как выглядело. Ну, вот, например, в Якутии пущен в эксплуатацию последний участок Амуро-Якутской магистрали, Томмот, Нижний Бестях, протяженностью 436 километров. Амуро-Якутская магистраль, связавшая республику с БАМом и Транссибом, стала одним из крупных и сложных проектов в области железнодорожного строительства в России за последние 30 лет. Были уложены сотни километров рельсов, возведены сотни мостов, смонтированы специальные установки для сохранения низких температур основания дороги. Объясните, какие особенности природы Якутии потребовали строительства множества мостов и применения установок для охлаждения основания дороги? Укажите 2 особенности. Но прежде всего ошибка была связана с тем, что выпускники называли климатические особенности Якутии, не указывали наличие многолетней мерзлоты, которая и оказывает влияние на строительство мостов и применение установок для охлаждения основания дороги. 30 задание. Тоже задание высокого уровня сложности. Средний процент выполнения задания в регионе низкий, 33,61%. Выпускники, не преодолевшие минимальный балл, не справляются с этим заданием. Лучше, конечно, справляются выпускники, набравшие высокий балл, но тем не менее тоже допускают ошибки. Ну, давайте рассмотрим типичные ошибки, а сначала само задание. Ряд российских экологов выступает с призывом прекратить строительство Ивенкийской гидроэлектростанции на реке Нижней Тунгуске. Введение 200-метровой плотины приведет к созданию в долине Нижней Тунгуски гигантского водохранилища протяженностью около 1200 километров. Каковы вероятные отрицательные последствия появления такого водохранилища и затопления огромной территории? Укажите 2 последствия. Ну, ошибка связана с тем, что выпускники не указывают основные последствия создания водохранилища и затопления огромной территории при создании ГЭС. Ну вот для профилактики можно еще раз, да, выпускникам напомнить, записать, отметить, да, положительные стороны создания водохранилищ и отрицательные. 31 задание. Это задание уже повышенного уровня сложности, и мы уже видим средний процент выполнения чуть-чуть выше, но еще не высокий. Да. Выпускники, не преодолевшие минимальный балл, не справляются с этим заданием. Выпускники, набравшие высокие баллы, тоже допускают небольшие ошибки. Давайте посмотрим, какие элементы содержания, нужно вернуться, какие элементы содержания проверяются. Это география основных отраслей производственной и непроизводственной сферы. А проверялось умение определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития социально-экономических объектов. Ну и само задание. Далее. Вроде бы знакомое задание, да, уже на протяжении многих лет это задание присутствует в КИМах, но, значит, допустили такие ошибки.
Да? Значит, данные задания проверяют умение определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития социально-экономических объектов, процессов и явлений. Главный источник информации здесь статистические материалы. Что нужно было определить? Значит, по данным таблицы, приведенной к заданию, сравните долю сельскохозяйственного населения в общей численности населения и доли сельского хозяйства ВВП Чада и Камерун. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло большую роль в экономике в 2016 году. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. Но здесь нужно запомнить, что один показатель мы всегда извлекаем из статистических данных, а второй показатель вычисляем и затем сравниваем. В прошлом году изменились критерии оценивания к этому заданию. Вот давайте посмотрим, значит, типичные ошибки и критерии. Ну, значит, ошибки прежде всего выпускники допускают при определение доли сельского хозяйства в экспорте страны по статистическим данным, и либо определяя численность населения, занятого в сельском хозяйстве, хотя требуется только проанализировать данный показатель по указанным стат-данным. Профилактика ошибки, как можно, значит, приучить, да, выпускников правильно выполнять это задание, а нужно, конечно же, познакомить подробно с критериями. Значит, в содержании верного ответа выделяют 4 элемента. Первый элемент, он всегда состоит из двух равнозначных частей, соединенных союзом «или», в которых приводятся качественные или количественные сравнения. Больше, меньше. Второй элемент – это результат сравнения искомого показателя для двух стран, который был определен в ходе проведенных вычислений. Третий элемент верного ответа всегда представлен вычислениями или значениями, соединенных союзом «и», причем элемент ответа считается присутствующим полностью, если в ответе выпускника приводятся вычисления для обеих стран. Ну и четвертый элемент – это всегда вывод, в какой стране сельское хозяйство играло наибольшую роль в экономике. Ну вот давайте посмотрим решение, как примерно может выглядеть. Значит, ну, эти элементы можно немножко переставлять, да, и как бы ошибка это не считается. Ну, можно сначала выпускников приучить к тому, чтобы выбрали те показатели, которые уже приведены в таблице и сравнили, да. Вот, например, доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения Чада выше, чем в Камеруне. Это уже как бы вывод, да. Второй элемент – это определение доли сельскохозяйственного населения при помощи вычислений. Да? И третий элемент – доля сельского хозяйства ВВП Чада выше, чем ВВП Камеруна, или переводят значения, которые извлекают из таблицы, а затем делают вывод. 32-е задание. Задание высокого уровня сложности, средний процент выполнения чуть выше 42%. Опять же, выпускники, не преодолевшие минимальный балл, с этим заданием не справляются. Ну и остальные группы выпускников тоже допускают ошибки. На данном слайде вы видите задание. Задание тоже знакомо, где нужно определить географическую долготу точки, если известно, что в полночь по солнечному времени Гринвичского меридиана местное солнечное время в ней 22 часа 40 минут. Запишите решение задачи. Обратите внимание, в самом задании указано, что нужно записать решение задачи. Поэтому в ответе выпускника само решение должно присутствовать. Значит, в данном задании проверяется умение применять знания о суточном движении Земли. И проверяемый элемент содержания – это Земля как планета, современный облик планеты Земля, форма, размеры, движение Земли. Ну и типичная ошибка связана с тем, что за полночь принимают 12 часов и вычитают именно это число из местного времени Гринвича. Ну, давайте посмотрим, как выглядит правильное решение.
Значит, первый шаг. Мы всегда определяем разницу во времени с Гринвичским меридианом. В данном случае это 1 час 20 минут. Второй шаг. Мы всегда определяем разницу в долготе. И здесь, значит, приводим выражение, да, за 1 час планета поворачивается на 15 градусов, 20 минут – это 2/3 часа, да, то есть 15, да, и мы получаем 20 градусов разницы в долготе. Время в пункте, и делаем как бы вывод, да, время в пункте меньше времени на Гринвичском меридиане, значит, пункт расположен в западном полушарии. И ответ 20 градусов западной долготы. Вот третий пункт выпускник может не указывать, достаточно записать ответ, указав долготу. И вот если приведена верная последовательность шагов решения и правильно определена долгота пункта, выпускник получает 2 балла. При отсутствии решения, конечно же, балл теряется. 33-е задание. Задание повышенного уровня сложности. Средний процент выполнения чуть-чуть уже выше, 63,45%. Но опять же, обратите внимание, выпускники, не преодолевшие минимальный балл, не справляются с этим заданием. И остальная группа выпускников также допускают ошибки. Это задание уже на протяжении многих лет тоже присутствует. Здесь проверяется умение находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических процессов в разных субъектах Российской Федерации и их обеспеченности человеческими ресурсами, то есть определение показателей естественного прироста населения в промилле одного из субъектов. Ну и в условии самой задачи указано, что для определения показателей естественного прироста населения использовать среднегодовую численность населения и записать решение задачи. И что очень важно, полученный результат округлить до десятых долей промилле. И давайте посмотрим, какие типичные ошибки допускают наши выпускники. В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как допущена математическая ошибка или вообще ответ отсутствует. Либо при определении естественного прироста населения отдельные выпускники вместо отрицательного числа получили положительное число, ответ не округлен до целого числа, и еще, значит, при вычислениях используют среднегодовую численность, общую численность населения, не те показатели выбирают, да? Ну, на данном слайде вы видите правильные решения, да? Значит, это обязательно мы какие показатели берем, да? Значит, за 2018 год естественный прирост населения делим на среднегодовую численность населения на 2018 год и умножаем на 1000. Так как понимаем, да, промилле – это тысячная часть числа. И получаем ответ минус 0,8 промилле. И обязательно акцентируем внимание на запись самого решения еще раз, да, и запись верного ответа. 34-е задание. Задание высокого уровня сложности. Средний процент выполнения выше, 68%, чуть выше 68%. Но тоже группа выпускников, не преодолевших минимальный балл, с этим заданием не справляется. Выпускники с высоким баллом справляются на 100%. Значит, в данном задании проверяется умение анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и процессов в разных субъектах Российской Федерации, их обеспеченности человеческими ресурсами. В данном случае это определение величины миграционного прироста или убыли населения одного из субъектов Российской Федерации. В этом задании мы определяем, значит, величину миграционного прироста населения Республики Хакасия на 2018 год. И необходимо также записать решение задачи. Давайте, да, перейдем.
Какие ошибки допускают наши выпускники? Нарушена последовательность шагов решения при определении величины миграционного прироста. В ходе вычислений выпускники получили неверный ответ, так как была потеря минуса. Или при определении величины миграционного прироста использовались данные за другие годы, или использовали показатели среднегодовой численности населения. Да? И еще... Да, перелистнуть, да. И ну, здесь вы видите на слайде уже верную запись решения. Да? Обратите внимание, значит, какие мы показатели берем? Так как на численность, в задании указано, на численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние оказывает как естественное движение населения, так и миграция. Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного прироста населения Республики Хакасия в 2018 году. Какие мы данные выбираем, да, чтобы получить верный ответ? Значит, мы берем численность постоянного населения за 2019 год, да, на 1 января 2019 года. Из этого показателя вычитаем численность постоянного населения на 1 января 2018 года. Далее из полученного результата вычитаем естественный прирост и получаем число отрицательное, минус 896. И записываем ответ. Да, все.